Я воспитала, я доверяла им. Очень дружелюбно. И очень скоро они сами поймут. Давайте мы сначала поймем, извините, кто этот человек, вот этот Хасбулат, который снял... Это Бурученко Александр, воспитанник. Как вы считаете, почему именно вы стали тем объектом и ваш детский дом? Потому что, ну, давайте скажем, что работа... Очень тяжелая. Очень тяжелая. Желающих подмывать, воспитывать, выносить какашки, извините, за этими больными детьми, желающих, я думаю, не так много за ту зарплату, которая у вас есть. Да? В чем причина? Почему вот сейчас все... На протяжении 3 лет на меня писали жалобы и анонимки. 16 проверок я только прошла за прошлый год. У меня такое было чувство, я подозревала, что этим занимаются кое-какие мои воспитанники. И у меня был даже разговор с Бурученко Александром. Я сказала: Саша, вот мне кажется, все-таки... Он же Хасбулат. Да, Хасбулат. Я говорю: Саша, он свободно, он ходил в мою квартиру. 8 марта он сидел за столом в моем доме и поздравлял мою мать с праздником. Он был на свадьбе даже вашего... Год тому назад он был самым дорогим гостем на моей свадьбе, моего единственного сына. Я спросила его: Саша, почему ты так себя ведешь? Я нутром чувствую, что ты с кем-то связан, что ты вот это вот делаешь. Он мне сказал: да, говорит, что делать, меня не оставляет Абдуллаев Магомед. Я говорю: а как так не оставляет? Если он тебе скажет: пойди прыгни оттуда, ты пойдешь, прыгнешь оттуда. Саша был трудолюбивым парнем. Мы ему многому научили у нас. Он и малярить умеет, и вообще мальчик... Но теперь я понимаю, извините, вас перебью. Саша не только малярит, и Саша еще оператор, у него мобильный телефон, и он снял это видео, которое теперь обсуждается. Кляузника. Давайте посмотрим на его экскурсию по детскому дому. Внимание. Вот этот подвал всегда был в закрытом помещении. Ну, видите? Как они ходили допоздна. В этом комнате было очень много кровать друг к другу. А там в угле 2 группы по 45 человек держали. Я лично сам вот здесь ремонт делал постоянно. Если мы ремонт не делали, нас снимали и говорили: вы обязаны делать, вы должны это делать. Посмотрите, у этого ребенка синяк. Кто его ударил? Сама ударила, говорят. Это не сама, это их бьют сейчас. Какой ты стоял в этом интернате? Вот это баня. Этого вообще не было. Здесь полные дети бывают. Загоняют 5 часов утра, загоняют их сюда. Вот эту баню. Я однажды с окна их снял, как это голые они бывают. Я здесь бьют, обижают. Вот эти комнаты, которые бывают вот так. Горшки. Вот вы видите, дети кисли до того, что полы гниют. Этого не было. Вот. В таком состоянии эти столовые. Это последний, это недавно. Вот мы же их кормили, ставили кастрюлю и наливали на тарелку. Кто хотел, как кушал. А эти окна отсюда столько, чтобы эти дети не орали, и вот ручки снимали. Вот так они ручки снимали. Но вот что правда, что неправда... Это медико-социальное отделение, это глубоко умственно отсталые дети с очень тяжелым диагнозом. Подождите, почему вы не даете мне говорить? Потому что вы врете нагло, поэтому и не даю говорить. Вы нагло врете. Я бы уточнил вопрос. Скажите, пожалуйста, здесь снимки, здесь вот дайте говорить. Как учреждение, которое назвали медико-социальное Медико-социальное бьется отделение. с тем, что мы видим, когда дети кучкуются в каком-то одном помещении и находятся в голом состоянии. Это какая-то методика особая? Нет, я сейчас объясняю. Это снимки не этого года. Какая Это разница? вранье. Нет, это снимки вранье. не этого года, можно провести экспертизу и доказать. Это один момент. Это видео Второй проведено момент. 10 марта, и не надо Как можно рассказывать.
было это допустить? То есть в этом году это нельзя, в прошлом это можно, да? Социальных служб Дагестана проводилась в вашем учреждении? Постоянно проводятся. А я вам скажу, как это Постоянно. Вы же к Министерству труда и соцразвития имеете отношение. Систематически проводятся Росздравнадзор. Писали конкретные моменты, Еще факты. ни на один вопрос Саш, не смотри, ответил. когда проводится проверка, часть детей, которые против, закрывается в подвале. Это мне лично писали дети. Первый момент. Те, которые не могут высказать своих слов, им делают какие-то специальные уколы, они спят. И проверка приходит, и, Нет, конечно, нет, они все нет. прекрасно и чисто. Одну секунду, как эти дети, практикуется. как эти дети, которые не умеют читать и писать, могут писать жалобы? Объясните. По крайней мере, то, что мы видим, он хорошо изъясняется, и в том числе там есть разные дети. И то тяжело. Поэтому я думаю, сейчас мы должны успокоиться, уважаемые волонтеры, пригласить сюда Хасбулата, он же Саша, узнать, откуда у него новый iPhone, на который он снимает все происходящее, кто стоит за ним, и почему вдруг человек, который гуляет, пьет в доме директора детского дома, становится Иудой, который готов рассказать все происходящее. Давайте пригласим его. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Нарифат Умаровна. Здравствуйте. Хасбулат, рассказывай. Рассказывай, откуда у тебя айфон, и рассказывай, как ты нагнал актеров, чтобы снять вот так их в комнатке голыми. Нарифат Умаровна, помните, когда я вам несколько раз с Абдулаем Магомедом говорил, что, вам Мага говорил, я когда-нибудь эти видео вам покажу. Нет, я не помню. Говорил он вам. А вы сказали нам, не надо, мы не справим, мы это, мы то. Да, и после этого вот такой бардак. Давайте перейдем конкретно вот к самым шокирующим якобы кадрам, да, вот это, что дети, это раннее утро, 5 утра, и они... Или нет? Никогда дети в 5 часов утра у нас не встают. Нарифат, можно У я нас вам не скажу? встают. Каждый день я в 5 часов встаю, делаю намаз. Смонтированное видео. После этого я иду на велике или там пробежку делаю. Несколько раз, много раз я видел, как это шумы от интерната идут. Думал, пойду посмотрю, что там. Вот Ну это- ты сам воспитывался в этом интернате, ты 20 лет провел в этом Он не интернате. только воспитывался, он работал в этом отделении. Он ухаживал за этими детьми. То есть У меня ты здесь прошел есть через все другие это большие. самое? То есть у тебя было все то же самое, тебя То поднимали же в 5... самое, то же И он в этом самое. отделении не находился. Он в Нарифат другом, Умаровна, я в другом, знаю, да. я же- Ребята, это ваше отделение, где съемки происходили? Да, это медико-социальное отделение. Это подвал. Это ваше Где отделение дети- или нет? Да, Это подвал, где дети понимаете. тяжелые, которые вообще... Теперь ответьте на вопрос, второй раз задаю. Что это за методика Хорошо, лечения? секунду. Это не методика лечения. Дети поели. Один забежал, другой побежал в ванную. Эти дети... Дальше, Нет, Андрей, пусть давайте, дадут сказать. нет, давайте мы озвучим диагнозы. Они издеваются и- Саша, секунду. Диагнозы этих детей, которых мы видим на экране, да, чтобы мы понимали. Честно. Глубокая имбецильность. И вот это самые тяжелые дети, которые кушают 10 порций. 10 Меня, конечно, порций. извините, Тут же какают под себя. Они забегают. Их, если подмывать их невозможно, их надо обмывать. После еды каждый раз они бегом раздеваются, чтобы сесть в кучку. Вот так. Подождите, а если дети не Приезжайте к нам. способны оценить свое поведение, ну давайте на это обратим внимание. взрослые Они не способны об этом, давайте Секунду, поговорим. давайте разбираться медленно. Да? Мы видим всего 20 секунд видео. Мы можем подразумевать, что молодой человек... Первый вопрос у меня. Откуда у тебя дорогой iPhone для съемок этого? Кто тебе купил дорогой iPhone? Я сам купил. Я пенсию. А где ты взял на это деньги? Я пенсию получаю 13 600 рублей. Вы знаете, пока что вот на этом видео какого-то такого явного криминала я не вижу. Жестокого обращения. Простите меня, не вижу. Я вижу, да, что есть подвал. Но для подвала это вполне как Это бы не условие. подвал, это цокольный этаж. Ну, это подвал. Цокольный Хорошо. этаж. Ну, да. то есть я понимаю, я хочу сказать, что для цокольного этажа как бы обстановка нормальная, там трубы и все И такое прочее. нормальная для любого Простите, детского дома пожалуйста. такой направленности, где имбецильные дети. Подождите. Правильно я понимаю? То есть я приеду в любой детский дом такой направленности Российской Федерации. Вы рот вы закройте, я с женщиной разговариваю. Я не с вами разговариваю сейчас. Подъедьте, посмотрите, Скажите, я приеду в любой детский дом Российской Федерации и увижу такое? Вы увидите 3 день во всех детских домах России, которые единственное,
ответственные борются за мизерную зарплату. Вы сказали. Мама ваша, уважаемая мама, дала комментарий. Скажите, я так понимаю, у вас плохое финансирование, да, в детском Нет, у доме? нас хорошее финансирование. А хорошее это сколько, скажите, пожалуйста, А не примерно? скажу я вам, почему я примерно. должна вам говорить. А хотите У я меня скажу? очень хорошее А хотите я финансирование. скажу? Только официально по прошлому году госзакупок у вас прошло почти на 25 миллионов. По прошлому году! Это не считая денег, которые помогают волонтеры, не считая имущества, которое приносят, не считая еды. Откуда у вас такие цифры, Александр? Официальный сайт госзакупок. Давайте вернемся к истории все-таки Хасбулата, который заявил на видео о том, что деньги собирались на машины, для которых ездят руководители. Да, давайте пригласим сына. Не я, ты уходил от меня с деньгами или без денег? Ты ответил. Потому что я не был отказан, понимаете? Кто не отказан, вы вот у тех воруете деньги. Мы воруем. Да, вы воруете, вы везете, там даете 50 рублей или там покупаете еду и все. Давайте пригласим вашего родного сына Умалата Ахмедбекова, который сегодня пришел на эту программу, у которого, кстати, Хасбулат был на свадьбе. Умалат, вы называли, не знаю, или называете до сегодняшнего дня Хасбулата даже своим братом, да? Вот, Другом. Другом. У вас такие были отношения. Сейчас что произошло и почему вы считаете, вот он так поступает? Я считаю, что если у него есть какие-то претензии к руководству этого детского дома, он не должен затрагивать лично там, меня, кого-то, потому что мы с ним с детства друг друга знаем, в одном дворе растем. Он знает, на каких машинах я ездил, какие машины я стукал. Я ему задал вопрос, почему ты клевещешь, почему ты говоришь, что я стукал машины, мы ездили, мне новые покупали. Он мне сказал, что он это видео удалит. Он мне сказал, Он удалит видео или не было, что вы покупали машину? Вы четче объясняете. то есть Скажите машину, марку машины, на которой вы ездите, чтобы всем было понятно. 4 фургон. И все. И все, больше никого. 12 Хорошо, а года. ваша версия какая? Наталья, какие у него есть? Мала, у тебя приора была и белая, и черная, и какой-то BMW. Мне 22 года. Давайте ответим на вопрос. Это нужно ребятам. Какой мотив у ребят? Какой мотив? Для чего там это делать? Если этого ничего нет. Вы сейчас эти разговоры все прекратите, объяснив одну вещь. Результаты проверки, проведенной Министерством труда и соцразвития Дагестана по республике. Точно. Вот то, что это показали вообще на всю страну. Скажите, какие результаты проверки были проведены? Добрый человек, а мы все Вчера были тупые. люди, позавчера были у Тупые меня. все, поэтому вы сидите в ЛДПР, поэтому и тупые. Да, вот легче на женщину нападать. А я вам расскажу. Хасбулат, скажи, пожалуйста, как проверки проходятся? Просто мне интересно это знать. Проверки проходят так. Когда Все министр... он знает. Подождите. Я потому что там много просил Да, заебать, много. И как бы надо мной издевались, я тоже знаю прекрасно. Так, мне подсказывают, что мы должны сейчас прерваться на короткую рекламу. Далее в нашей программе еще один воспитанник детского дома «Забота», который утверждает, что его там избивали и морили голодом. После короткой рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят», тема эфира сегодня озабоченная. В центре внимания история из Махачкалы. Воспитанник детского приюта «Забота» Хасбулат Муслимов снял эти кадры, которые вы видите на своих экранах. Он утверждает, что детей в этом детском доме постоянно избивают, запугивают, загоняют в холодную ванну. Жестокое обращение и человеческие условия жизни. Во время рекламы к нам присоединился друг Хасбулата Магомед Абдулаев. Он приехал сегодня вместе со своей приемной мамой Пайзанат Кулдуевой и тоже утверждает, что подвергался пыткам. Здравствуйте. Магомед, ну вот мы здесь слышим, что жизнь у вас была ужасная, 20 лет просто над вами издевались, да? Вы вечно голодные. Да, можно я дополнительно объясню? Какая жизнь у меня была? Я на олене идел на улице впереди, у Олы делали, мы сидели и Билана. Это же неправда, что ли? Зарипат Умарана. Я на олене идел на упор. И мы на колени сидели под асфальтом, а Умара сказал, мама, отпусти их. Отпусти их.
Для чего вы эту историю подняли на общественность? Для чего вы делаете Для это того, все? чтобы эти дети... Вы не видели, как мы проходили? Я вас очень прошу, у всех дети тоже есть, у всех родителей тоже есть. Нельзя так бездушно, просто сверху рассуждать. Лично я этого мальчика, моего сына Абдуллая Магомед, сегодняшний день, я его сыном считаю. И как первый дня, который мне попал один, тоже он не для меня сын. Это приемная Вы мать, считаете, извините. что он врет? Он не врет, То есть он вы считаете, никогда что не врал. происходит, то, что мы видели, это Никогда правда? ни одно, не только слово, одну букву он не произносил. А что вы неправильно. знаете о том, что Я происходит знаю, в этом за то, детском что я доме? никогда не... 2 раза была я, внутри даже не было этот детдом, я не видел своими глазами, что там творится. А вы что не видели там. своими глазами, что там Рассказывал творится? он как мне, ваш я сын? никогда Почему вы не своими были в этом глазами не детдоме? видела. Сын есть. Я никогда не рассуждаю этой женщине, я там не видела ничего, честно вам А сказать. где вы были как мать? Единственное, я Где знаю, вы были как мать, когда единственное, я 18 знаю, лет потому мы что его от отправляли в вас, другое от твоей учреждение? мамы Вы убегали, где были как приходили, мать? когда я работала в магазине, весь поселок полный бывало, дети голодные, холодные, мать как родила, голые, вот такие дети, весь поселок полный Это еще бывали. очень важно, что не бывает дыма без огня. Не Нет, бывает. постели. И эта бы ситуация, Нет, она не могла возникнуть на пустом загоняли месте. обратно, На пустом. идите туда, вы Вопрос голые, вам. холодные. Как вы Приходили хотите, ваши ребята, няньки, ответьте. то палкам, то веником, загоняли их обратно. Давайте все-таки посмотрим то, что может возмущать многих. Это видео, которое ты снял на нашу камеру. Внимание. Когда умирали дети, мы их везли в эту могилу, и нам говорили, что типа места нету, копать негде, трактора нету. Давайте сами покопайте. Мы брали лопатки и копали до тех пор, пока до колен, там, до выше не покопали. Потом мы брали этих детей, закапывали, вот примерно, вот закапывали вот так. Закапывали мы их и ставили камни. Обычные вот такие большие камни ставили. Отдавали бумагу, там у выхода, где главное место вот это. Они нам говорили, что таблички поставят. Вот они ставили таблички. Вот этими табличками ржавые, вот эти все наши интернатовские дети. Покажи, где ты видишь Вот мы же это. Вот этот человек, вот этот человек, вот этот человек, вот эти все, вот. Вот все они похоронены. Даже я не знаю, где уже их похоронили. Здесь все бардак. Вот в таком месте хранили. Зарипа, можно вопрос? Объясните, пожалуйста. Так что это за таблички? А как и так, что у вас дети хоронят детей? Во что, бюджет не выделяет под это? У нас дети не хоронят детей. Не бывает у нас такого. Ну вот он рассказывает лично, лично рассказывал. Выслушайте вы в конце концов. Мало ли какую ахинею он несет. У меня следственные органы сидят. Дайте говорить. Тише. Дайте говорить. Дети У ремонт меня ездят делать, деньги Дайте зарабатывать. говорить. У меня сидят сейчас следственные органы. Они проверяют, они ездили вплоть до того, что делали эксгумацию. Проверяли, был похоронен ребенок там, не был. Это неправда. Если у нас умирает ребенок, у меня на сегодняшний день 16 круглых сирот, 27 без попечения родителей, остальные те, которые отдают детей по заявлению. У меня есть дети и с родителями. Неужели, если бы это такое было бы заведение, ко мне бы хоть один ребенок бы сдал своего ребенка? Зарипат, а вы расскажите, как похороны у вас проходят? У нас проходят, если у нас у ребенка есть родитель, обязательно, если даже он заболел тяжело, мы вызываем скорую помощь. Отправляем в больницу, оповещаем его родителя, что вот такая если ситуация. нет родителя? Если нет если родителя, нету? дайте сказать, если нет родителя и бывают случаи смертности, от этого никуда не денешься, потому что ко мне с дома малютки, эксгумацию делали? Да, поступают Вскрытие дети. проводите? Да, поступают На дети ко основании мне. чего? То есть Нет. что-то было, видимо, не так, если вы делали эксгумацию. Что произошло? Установить местонахождение трупа. Вот говорят, что хоронили, где Давайте попало. себе зададим вопрос, почему эта ситуация, мы сейчас сидим на Они Первом канале, написали. ее обсуждаем. Дайте- Это значит, что огромное дайте количество жителей эксгумацию Дагестана делали.
Тысячи человек, тысячи человек. Они что, обманывают людей? Давайте пригласим. Подождите, а почему мы должны верить только нашему дорогому воспитаннику? Он только говорит слова. Почему вы не даете сказать женщине? Хорошо, Леночка, давайте не будем верить. Мы просим прокомментировать факт. Вот мы видим голых детей, на которые мы так ответ не получили. Как это оказалось? Давайте пригласим воспитательницу этого детского дома, Галина Павликова. Что расскажет нам она вот на это видео с голыми детьми? Встречаем ее. Андрей, чтобы рассказать. А вы спрашиваете, это воспитательница или кто? Да, она воспитательница. Да? Она и тебя кто она? воспитала. Она такая девочка, как и мы, интернатовская. Кто перед нами? Кто такая Галина Павликова? Ну, она не работает в детском доме? Нет, она не работает. Вот, ребята, скажите, кто она? Их заставляют работать. Я вам скажу, Андрей, это воспитанница. Она боит невозможно. Человек, который работать не хочет, его никто не заставит работать. Вас заставляют? Нет, никто не заставляет. Соблюдать чистоту и порядок. Ну, как мы вначале услышали программы, так называемая трудотерапия. Нет, нам представили вас. Какая трудотерапия? Да не важно, какая трудотерапия. За хлеб, за какую-то копейку Что работать случается, в этом когда году? трудотерапией не занимаются? Тогда- У нас все работают, и на огороде, и няньки, и воспитатели. Объясните нам, что на видео, которое снял Хасбулат, вот эти голые дети, которые так всех возбуждают. Это их утром поднимают детей, когда? Кто? Когда? Во сколько обычно Няньки это поднимаются, они так и поднимают. Татьяна, скажите, во сколько обычно это Дайте договорить-то и ответить на вопрос. Подваливай, вместо нее говорите? Я разговариваю. Хочу рассказать, что... Утром их поднимают, они бывают полностью, они друг друга Они машут. описанные, окаканные. Это дети такие грязные бывают вот и от своих испражнений. Их не вытереть, их не одеть, ничего невозможно. Их заводят в ванну и там обмывают их. Да. Это одна из форм слабоумия у детей. Они больные дети, в связи с чем они сидят на корточках. Почему они раздеты? Почему на сегодняшний момент вот утверждают, что якобы жестокое обращение с детьми? Меня Что обвиняют в происходит? том, что у нас бьют детей. Это специфика их заболеваемости. Они не стоят, они не сидят. Они на диване, на стульях сидеть не могут. Они вот так прижимаются. Да, они зашли обмыться, как вы не понимаете. Почему они голые на полу находятся? Я же вам объясняю. Они зашли обмыться. Испражнения, ну это уже понятно. Я бывший директор школы, интернат, где были дети с задержкой развития. Конечно, не такие дети. Я считаю, что половина вот этих детей надо не здесь в доме держать, в интернате, а надо в лечебницах отправить. Хочу вам сказать, нам всегда, директорам, даже специально выдавали таблеточки. Ну, мало ли, вот человек такой разнервничает, что не знает, что делать. Я, конечно, старалась не делать этого, старалась всем своим, так сказать, добром остановить ребенка и прочее. Но есть в семье один инвалид, и то тяжело. Вот они кричат, и что-то хочется прямо им кляп заткнуть. Ну, дайте вы хоть сказать, послушать. Правда, орут одни и все. Вы знаете, как тяжело вот это? Они уже 5 раз рассказали тебе, Саш, рассказали, что дети испражняются грязно, их там мыли. Я вас очень уважаю. А эти Но мне вот сейчас эти вот стыдно, ребята, стыдно, что вы их говорите, вы простите, конечно. наняли и дали. Я теперь это прошу точно тогда вас, знаю. уважаемая моя коллега, я очень отношения прошу к этому вас, вопросу. объясните, пожалуйста, нам сказали, что, возможно, дети зашли в эту комнату, завели их в эту комнату. Где? Почему они раздетые? Почему они, извиняюсь, все обмазаны? И где санитарка? Простой вопрос. Простой вопрос. Но даже я понимаю, что мы видим ровно 7 секунд видео утренних детей, которые смазаны в кале, да, и санитарка могла выйти и привезти еще одних, или пойти за мылом. Мы видим 5 секунд. Я понимаю, что это нормальная процедура, и такую процедуру, в принципе, можно видеть каждый день. То есть, если я завтра приду в ваш детский дом... Совершенно верно. И если ты увижу внимательно вот эту же посмотришь картину. подоконник, который измазан в кале, ты видишь подоконник Я вижу измазанный такую же в какашках, да, который с утра он еще не успел Или когда вы помыть? придете, этот же ребенок снимет с себя памперс
и прям вам памперсом даст Секунду, полицию. я сейчас не об этом спросил. Я спросил Я о том, вам что говорю, это если, такая поверьте, категория. я не специалист, я не рассуждаю как специалист. Я понимаю, что придя в ваш детский дом, любой другой детский дом, такой же направленности, каждый день я могу увидеть такую картину обмывания детей. Правильно я понимаю? Вы простите, ради бога. Я задал простой вопрос и никому не повышаю голос. Правильно я понимаю? Я хочу сказать в смысле, да или нет? Нет. Вам простой ответ дали. Это дети больные. По физиологическим показателям они вот в таком состоянии находятся постоянно. Вам ответил врач. Это воспитанники этого детского дома. Ну что, мы сейчас успокоим зал, прервемся на короткую рекламу. Далее в нашей программе «Что увидела наша съемочная группа», которая оказалась в детском доме «Забота». Реклама, оставайтесь с нами. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. Здесь говорят озабоченные темы эфира сегодня. Даже во время рекламы зал сегодня не может успокоиться, обсуждая скандальное видео, которое было снято на мобильный телефон бывшим воспитанником детского дома в Махачкале «Забота» Хасбулатом Муслимовым. Некоторые кадры вы видите сейчас на своих экранах. Бьют, обижают. У меня есть очень много доказательств, очень много видео, не одних этих детей. У меня есть все воспитанники, которые жалуются на то, что она ворует, то, что сберкнижки, они собирают с них деньги, с тех, которые отказники. Они жалуются на то, что она их избивает. Хасбулат, тебя бьет она лично? Била? Простите. Била и бьет. У меня есть аудио, у меня есть... Скажи мне, тогда... Нет, секунду. Тогда зачем ты, она тебя била и бьет, ты ходишь к ней на свадьбу, сидишь у нее в доме и проводишь с ней время? Никогда пальцем не трогала я его. Доказательства. Вот скажите, Да. вы волонтер, Я вы пальцем волонтер, не вы трогала. доброволец. Нет, секунду. Мы написали в Генеральную прокуратуру, лично я написала, и я требую уголовной ответственности для этой женщины, которая ужасно издевалась над детьми. Сволочь она, а не женщина. Давайте посмотрим, что наша съемочная группа увидела в этом доме. Внимание. Прошел ремонт, достаточно хороший, такой капитальный ремонт. Даже вот вы чувствуете, наверное, запах краски. Вот здесь у нас группа вот этих сугубо лежачих детей. Постоянно ухаживают. Вот у нас есть постовая медсестра, которая обслуживает этих детей. У нас есть младший медперсонал, который все время и меняют, и кормит, и поют этих детей. Пройдите, пожалуйста, буфет. Буфет для детей. Здесь тоже у нас, видите, нянечка. Посмотрите, пожалуйста. У нас есть и йогурты, и фрукты. В последнее время мы можем гордиться тем, что у нас уже свой стоматолог. Мы оказываем любую помощь. Комнаты спальные. Пожалуйста, заходите, смотрите. Чисто, аккуратно. Ежедневно вот мы обходы делаем врачебные. Проверяем санитарное состояние детей. Так, это наша вторая игральная комната. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, они приходят сюда, развлекаются, играются. Компьютерные классы, пожалуйста, проходите, посмотрите. Вот, посмотрите, как они работают. Здесь есть обучающая, развивающая программа в компьютере у нас. Так, это наш тренажерный зал. У нас инструктор по ЛФК у нас есть. Недели 2 дня они вот занимаются, дети. В нашу студию давайте пригласим начальника отдела по делам семьи и детей от Министерства труда и соцзащиты Республики Дагестан Фариду Забитову. Давайте послушаем, что расскажет нам Фарида Камаловна. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Да, я хочу сказать в первую очередь, что вот с 14 марта по 18 марта была проверка, московская проверка, куда входили представители различных федеральных органов, проверяли все субъекты профилактики безнадзорности несовершеннолетних. К сожалению, не этот детский дом. Но я о чем хочу сказать. Они дали очень хорошую оценку. В системе министерства, если работает учреждение... Относительно вот нашей темы, этого дома, вот этих кадров, уважаемый заведующий детского дома, этих детей, которые бьют тревогу, вот вы-то что сами увидели?
Вы знаете, эти кадры, Что показала ваша проверка? следствие идет, и все, наверное, заключение свое сделают. Но это, как директор объяснила, эти кадры, на самом деле, тяжелые дети. Даже недавно, когда проверка была, дети на себе рвали одежду, и чуть ли уже не голые становятся они. означает, что с ними нужно таким образом обращаться. Кроме того, насколько мне известно, есть возбужденное уголовное дело. То есть сам факт возбужденного уголовного дела уже... Друзья, по-моему, в 2011 году в этой студии была съемка передачи про детский дом похожего профиля в Астраханской области, Андрей. И многие пришли с той стороны, со стороны оппонентов, которые оппонировали волонтерам, вскрывшим ужасные факты. Естественно, в студии мы не могли сделать какой-то, я не был там в студии, смотрел по телевизору, не могли вынести какой-то вердикт, все-таки мы не прокуратура, мы не суд. Но, насколько мне известно, и там про захоронение шли разговоры, директор этого детского дома получил, по-моему, 10 лет. Вот, по крайней мере, вот сейчас мне сказал рядом со мной сидящий молодой человек, он из Астраханской области, 10 лет она получила. Это так, для справочки. Просто даю Сейчас есть информацию. возбужденное уголовное дело. И вы, как за директор этого интерната, детского дома, вы, по-моему, вчера, да, самостоятельно себя сняли? Или вы попросили снять с должности? Дело или нет? То есть вы сейчас действующий директор? Нет, не действующий. А Я почему отстранена. не действующий На директор? время выяснения обстоятельств. Я отстранена. И я пока не понял, я этот вопрос задавал. Я хочу сказать, что деятельность этого учреждения постоянно находится под контролем и следственных органов, и органов Роспотребнадзора. Точно так же в прошлом году сам глава лично посещал, сам глава республики лично посещал это учреждение. Посещали. Депутаты постоянно бывают в этом учреждении. Все об этом знают, все чистят весь детский дом. В этом интернате я был с фондом «Чистое сердце». 1 июня, по-моему, это было, День защиты детей. Вот показывай, пожалуйста. Вот видео то самое, о котором... То есть никакого ужаса вы там не увидели? Да, никакого ужаса. Там, естественно, на 1 июня, когда мы пришли, не было. Все было... Выездную проверку, когда проводили, предупреждали, что будете выезжать? Можно закончить? Да? Все было очень хорошо, красиво, чистенько, аккуратненько. Никаких вопросов. Мы-то и приезжали туда не с миссией проверить там, или опрашивать каких-то детей там, или там, устраивать какие-то контрпроверки. Мы пришли действительно поздравить детей, отвлечь их, так сказать, на какой-то один день, на 1 час от их проблем и уехали оттуда. Зачем вам нужно это было все? Вот зачем вам нужно утопить вашего директора? А мне кажется, что вы, ребята, конечно, умные, и совсем не такой у вас, там, не знаю, тяжелый диагноз. У меня такое ощущение, что вы, может быть, сами хотите, знаете, вырасти по социальной лестнице. Начать, как наша героиня, там, с нянечки. А почему бы и нет? А что, он не может? Может быть, это какая-то, знаете, история из стать директором. И самим распоряжаться чем-нибудь и командовать. Я этой версии, между прочим, не снимаю. Ответьте. Просто кто-то это задание дал. Вот и все. Кто там командовать из них? Очень обидно моей студентину. Когда я был маленький, я делал элементарь, работать на дачу. Вот этими иниами, руками я работал. Да. Почему? Потому что мы больные, мы больные. Сегодня я говорю, намерение. Это правильно? Нет, вот это не предъявляли Сейчас можно, поэтому у вас какая-то есть другая задача, понимаете? Можно? Моя цель, я вам скажу, чтобы эти дети не проходили то, что я видел. Я вот это олень идел ночью по улице, а я Аллаха. Это тоже не верите. Это тоже не верите, вона. А того, что у них много людей, верите меня? Аллаха такой, и я вас прошу. Можно, пожалуйста, вопрос? Я выступаю за ребят, я полностью их поддерживаю в том плане. Я понимаю, что дети, которые все воспитывают в детских домах, у них есть немножко обида на руководителей. Конечно. И это для них нормально. И когда они выходят, они пытаются, через что они, дайте договорить, через что они прошли, они пытаются вынести, чтобы... Спросите, где воспитывался он? Я сам воспитывался в детском доме. Но он тоже я сам воспитывался. Прекрасно, что это такое. Если я когда вышел, и со мной такие же были вещи. Но я умею прощать всегда людей. И я понимаю тут ребят прекрасно. Можно я скажу, как он мне попал? Ответил хороший детдом. Я до этого тоже сказала, я когда торговала, оттуда выходили вот эти дети. Мы их угостили, кормили, и обратно они ходили.
Он начал часто приходить, где его угощает, где его чуть-чуть сладости дает место. После этого моим сыном он чуть-чуть подружился. И его обижали на улице, не давал мой сын. Часто приводил домой то купаться, то одеваться, то кормить. Часто пропадал у меня, ночевал у меня. Она даже не спрашивала, где он находится. Где он Давайте бывает. только скажем, в каком возрасте он стал у вас Он находиться. был 10 или 13 год, вот в этом возрасте. Потому что после этого начал он часто приходить ко мне. Я его кормил, я его одевал, я его обувал. Но я не имел права его держать у себя дома. Я его отпускал, кто его забирал обратно, или сам ходил туда, я сам отправлял. Сегодня придут за тобой, иди, Магомед. Потом, после этого, 18 лет, когда ему исполнилось, его отправили в Верхний Казань, дом престарелых инвалидов. Там тоже такой же ад, честно вам скажу. Я его взял оттуда горы пополам, через по правам человека, через министерство. Поклон Эльмире Бейбалаевне и ее секретарь Мадине, который мне очень помогала. Его оттуда вытащить. Я писала заявление. Его посчитали недееспособный объект, дееспособный человек. Были суды, через суд, через всего. Я вытащил оттуда. Он был голодный, он был холодный, он был... Ни один зуб не был у него рту. Вот зубы поставил. Обул. Человека похож стал. Сейчас все обиды они вылаживают. Ни один человек не хочет верить в них. Спасибо вам большое. Не дай Аллах, в нас попали их месте. Вот что я говорю. Необходимо произвести комплексную проверку всех подобных учреждений, потому что те факты, о которых мы из зала слышали, от ребят слышали, это очень важный момент. Чтобы работать вместе, друзья, чтобы работать вместе, нужно иметь вот такое вот сердце. Вот такое вот сердце. Если у тебя обычное сердце, как у нас, у всех простых людей, то там работать нельзя. Здравствуйте, я Абдрахманова Сабина. Я работаю в интернате, работаю уже 10 лет. Я за эти 10 лет, да, вот, как сказать, забрала эту девочку к себе. Вот это пример, живой пример. Если она может сказать, например, что-то плохое или что-то еще, вот она скажет, она никогда и не врет. Она очень даже боится Аллаха. Первое. А вот это видео, то, что было, это нехватка работников. Это не хватает нянечек. Нянечка ушла... Нет, подождите. Там в группе 46 детей. И 2 нянечки. То, что показывают горшки, это сломанные горшки. Клянусь Аллахом, сломанные горшки это. Нет, я не за пятку тоже. Мне от того, что я там работаю, вы не думаете, что я ее поддерживаю. Клянусь, нет. Наши дети тяжелые. Кто не работал, этого не поймет. Я за ребят не защищаю этого люди. Хорошо, Ольга, все-таки вопрос к вам. А скажите, а не снимет ли все вопросы, что творится в наших детских домах, если бы, например, хотя бы в каких-то центральных местах, спальнях, будут камеры, где, скажем так, на центральный пульт, да, вы можете зайти и увидеть, что происходит. Андрей, совершенно с вами согласна, и, может быть, в таком случае было бы меньше вопросов. Почему? Потому что вот то видео, которое мы видим, да, оно вызывает большой ажиотаж. Я считаю, что он создан, этот ажиотаж. Почему? Вот смотрите, во-первых, нам объяснили, что детей таким образом, да, обмывают, потому что они все в фекалиях с утра, и они сидят, потому что по-другому они сидеть не могут. Они не могут стоять. Подождите секунду, я хочу дать оценку тем фактам голым, которые сегодня есть, да? Понятно, что это лето, потому что окно открыто. Да? Понятно, что это не зима, им не холодно. И тот, кто снимает, спрашивает у ребенка, тебя здесь бьют, обижают, и не дает ребенку ответить. Да? Ясно, что есть определенная заказуха, это видно, понимаете? Но это не значит, что в этом доме все хорошо. Это правда, что эти дети ломают унитазы, и поэтому... Даже смесителя они не оставляют. Они могут смесителем ударить друг друга. Убить, унитазы не оставляют. Я вам хочу сказать, эта женщина вместо того, чтобы просто унитазы попросить нормально, которые дети в горшки, они с этих фекалий, извините меня, кушают, трогают. Подождите, если бы, чтобы она, вместо того, чтобы попросить даже самых волонтеров, если даже ее не спонсируют, пожалуйста, девочки, нам нужны унитазы. Она просит инициалами свои занавески, с ее инициалами, до 30 тысяч. Она просит крышу за 40 тысяч, она просит деньги. Неправда. Вы врете. Врете, это неправда.
врет. Следствие разберется. Дайте одну минуту. Вот врут, потому что не были ни одного дня там. Так, зал успокоится сейчас. Короткая реклама на Первом канале. Далее волонтеры, которые были в этом доме. И были ли они там после рекламы? В эфире «Пусть говорят», и в эфире озабоченные. Даже во время рекламы мы не можем успокоить сегодня зал. В центре внимания история обсуждения Махачкалинского детского дома «Забота». Бывший воспитанник снял на мобильный телефон кадры оттуда. Сейчас на ваших экранах они многих шокируют. Друзья мои, давайте как подумаем о том, что мы можем сделать для этого центра. Вот мы, допустим, озвучили идею о том, чтобы установить туда камеры. Давайте об этом говорить. Вот директор. Для начала следствие должно понимаете, согласен. Всех виновных надо наказать. Всех виновных наказать. Но следствие же не завершено. Как детям помочь можно? Здесь собрались люди узнать, как помочь. Можно завершить. Вот я не могу, знаете, чего понять. Вот никто из нас там больше 2 часов находиться не может. Послушайте, я по своему первому образованию, коррекционный педагог. Я неделю проработал, я понял, что я не смогу больше работать. Понимаете? Здесь мы говорим, знаете как? Нет. Если есть виновный, мы же не суд, мы же не следственные органы. Понимаете? Здесь надо дождаться проверки. Если мы не будем согласны, мы обвиняем. Понимаете, когда ты в группе, когда ты сидишь за клавишами, пишешь, на центральной площади надо вывести директора и всех вас и сжечь. Я задаюсь вопросом, а кто будет там работать? Уничтожайте их, убивайте их, говорят. При мне, я был там в центре, при мне подошел директор, я вот ее второй раз вижу. Подождите, позвольте, я скажу. Вот я был в этом центре. После того, вот я эту женщину вижу второй раз. Вот директор. При мне начали ее тыкать, ей подошел человек и начал тыкать камеру в лицо и говорит, скажите, она говорит, я отстранена. Понимаете, я отстранена, пожалуйста, оставьте меня. Ей тыкают в лицо, говорят, вы отказываетесь говорить? Друзья мои, я волей судьбы оказался втянут вот в эту ситуацию. Я руководитель информационного агентства «Дагестан». У меня на площадке были представители как той и этой стороны. Я подытожу одно. Сейчас у меня не хватает полной информации сделать вывод, кто виноват, кто не виноват. Для этого есть следственные органы, которые, я, насколько понимаю, сейчас там работают. Я боюсь одного. Я боюсь сказать слово хотя бы в адрес этого директора, и вдруг она окажется невиновна. Что мы делаем, ребята? Я боюсь сказать что-то в адрес этих ребят. Вдруг они говорят правду. Этим должны заниматься компетентные органы. Мое же предложение было следующее. Вы знаете, мы все, сидящие здесь в зале, готовы в любой день прийти с 2 пакетами фруктов, вкусностей, сладостей в этот детский дом, посидеть с этими ребятами часик и уйти заниматься своей работой. Никто здесь не готов прийти и помыть хоть одного вот этого ребенка. Я так думаю. Можно поставить буквально 3-4 камеры, не 2-3 коробки фруктов привезти, а поставить 3-4 видеокамеры и дать вот это место под общественный надзор. Я не сторонник того, что любой желающий может вмешиваться в личную жизнь детей. Но определить некий круг представителей Минтруд-соцразвития, волонтеров, средств массовой информации, чтобы мы могли наблюдать. Этим можно снять эту проблему. Вот чисто по-человечески, вы считаете, это нормальные санитарные условия, в которых находятся вот дети? И в каком случае можно вот это оправдать? Скажите, пожалуйста. Нет, я могу вам сказать, вот
мое личное мнение, да, я вижу подоконник, испачканный фекалиями. Если это 7 утра, когда встали дети, да, которые обкаканы, описаны, да, и одна нянечка, которая вышла на 5 минут, кто-нибудь убежал у нее, да, и она побежала за ним, и она оставила их, а что они здесь делают, непонятно, и мы видим только этот момент, да, тогда я все время пытаюсь понять, что за кадром, что за эти 20 секунд, которые нам не показывают, да, потому что это, безусловно, там, шокирует и все. Тогда мы разбираемся. Вопрос... Я вам хочу открыть секрет. Есть другие видео, которые уже направлены в прокуратуру. Есть другие... Размещены. Секунду. Есть другие видео. Уважаемые... Есть другие видео, где дети едят из железных тарелок. Если эти дети бьют все друг друга, разливают, кидаются ложками, что мы должны им дать? Ломоносовский фарфор, что ли, чтобы они ели с этого? Нет. Мы должны ругать воспитателей, которые не следят должным образом. Директора, который не обеспечил должный... Послушай, получая 11 тысяч в месяц, 2 нянечки на 60 имбецилов, да? С удовольствием поеду. Если можно, пожалуйста, микрофон. Я тоже был в этом санатории. Конкретно заниматься. Я вам хочу сказать, вот я был там, будучи студентом, я учился в Дагестанском госуниверситете. На 3-м курсе я находился там. Я только лишь передал подарки туда. Если бы я это видел, я клянусь вам говорю. Просто я вижу, как вы защищаете. Я не могу понять, что для вас мотив защищать директора. Вы не хотите защитить детей. Мотив в том, что вы не можете оправдать свою крикливость и не можете объяснить, в чем вы ее обвиняете. В чем она не выполнила свои требования, должностную инструкцию. Что она не сделала? Я вам объясню, вы туда не поедете за детьми убирать. Она ездит и каждый день работает. Единственное, что больше всего меня расстроило во всей этой истории, это может быть история с кладбищем, где похоронены умершие дети. Но это, кстати, вопрос отдельной передачи, потому что это не единственный детский дом в нашей стране, где хоронят детей, у которых нет родителей, без табличек. И от них ничего не остается. Но сегодня время заканчивается. Я надеюсь, что следствие разберется. Берегите себя и своих близких. До свидания.